Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите программу «Актуальная тема» и гость в студии директор Республиканской специальной библиотеки для слепых Айшат Басханова. Здравствуйте, Айшат. Добрый день. Айшат, вы возглавляете специальную библиотеку для слепых, которая является важным культурным объектом и предоставляет услуги для слабовидящих и незрячих читателей. Вот расскажите, на сегодняшний день чем живет ваша библиотека? Наша библиотека занимается не только выдачей книг. На сегодняшний день, когда большинство людей слышат словосочетание «библиотека для слепых», они думают о жалости и благотворительности. На самом деле мы занимаемся совершенно другим. Наша работа не про жалость, наша работа — социализировать людей, инвалидов по зрению, под реалии сегодняшнего дня. Для этого у нас на сегодняшний день есть все условия. Это установка GPS-навигации, например, для того, чтобы они самостоятельно могли передвигаться в пространстве. Это обучение их чтению, начиная от азов, алфавита, например. Это полный комплект социальных услуг от оформления инвалидности, если человек в этом нуждается, если он не может сделать это самостоятельно или с помощью своих родственников, до конкретно нашей работы. Это популяризация чтения, реализация каких-то библиотечных проектов и занятия нашим основным видом деятельности. На сегодняшний день специальная библиотека и вообще в библиотеке в целом это не только про чтение, это полный комплект социальных услуг, которые мы оказываем на сегодняшний день в полном объеме. Для меня это было открытием, у вас широкий спектр услуг, Айшат. Кого сегодня в своих стенах принимает библиотека для слепых? Только ли людей с ограниченными возможностями? Я повторюсь, скажу, что целевая аудитория — это инвалиды по зрению, это как слабовидящие, так и тотально незрячие, но мы обслуживаем все категории граждан и неинвалидов. Для этого у нас наш книжный фонд, который составляет на сегодняшний день 42 472 книги, есть как плоскопечатные книги, как книги шрифтом Брайля, книги с укрупненным шрифтом, аудиокниги. И аудиокниги — это тот формат, который используют не только инвалиды по зрению, но и зрячие люди. А чуть позже, если вам интересно, я могу рассказать о нашем проекте по записи аудиокниг, первый в Чеченской Республике, единственный, я бы сказала, который мы успешно реализуем с 2018 года. Мы о нем расскажем чуть попозже, Айшат. Я бы хотела сказать, что вот у вас есть своя целевая аудитория. Если сравнивать с обычными библиотеками, ваших читателей больше, чем обычных зрячих? Вот подобную статистику вели? А на сегодняшний день в Чеченской Республике зарегистрировано 4182 инвалида по зрению. А порядка 900 из них — это тотально незрячие, и чуть больше 300 — это дети, инвалиды по зрению. Большая часть из них занимается, обучается в интернате для незрячих. Хочу отметить, что работа этого интерната просто на высшем уровне, потому что эти дети, которые приходят в 6-6,5 лет в этот интернат, их там не только обучают грамотности, это так же, как и наша библиотека, полный пакет социальных услуг, они их учат и ориентироваться в пространстве, и выполнять какие-то, как себя обслуживать. Они полностью часть этой работы, часть работы, которую выполняют дома родители, берут на себя. Объясню, почему им это проще. Потому что когда у тебя в доме инвалид, ты к нему относишься с жалостью, ты его жалеешь, ты думаешь, что лучше я сделаю за него, вдруг он споткнется, ударится. Педагоги работают иначе, они дают им полную свободу действий, при этом они, конечно, контролируют и оберегают их. А что нравится самим детям, так сказать? Для детей наша библиотека, я буду сегодня говорить без ложной скромности, это награда. В том плане, что когда они приходят, планируют прийти к нам, интернатовские дети, прийти к нам на мероприятие, им говорят: вы будете хорошо учиться, мы вас поведем в библиотеку, будете плохо учиться, не поведем.
И я хочу сказать, что мы настолько дружим с интернатом и с этими детьми, их около 100 человек в интернате на сегодняшний день обучается. Мы каждого из них знаем по имени, мы знаем их родителей, мы знаем их бабушек, дедушек, они знают нас. И на сегодняшний день я бы сказала, что, наверное, нет ни одного инвалида по зрению, по крайней мере, тотальника, который бы не был знаком с нашей библиотекой, и чтобы библиотека не была знакома с этим человеком. Это пространство, в которое приходят люди, не просто чтобы почитать, это как их клуб по интересам, они приходят просто попить чай, рассказать о своих каких-то проблемах, радостях и прочее. И мы очень часто встречаемся, не только библиотека приглашает незрячих в свое пространство, но и незрячие часто устраивают нам праздники, вывозят нас на природу, поют, танцуют, устраивают нам праздники. У нас были гости из Москвы, есть певица тотально незрячая Диана Гурцкая. С ней была большая команда, это было в позапрошлом году, когда они приезжали, есть такой конкурс «Белой трости», и они отбирали участников, приезжали в Чеченскую Республику и приходили к нам в библиотеку. И один из гостей, сопровождающий Диану Гурцкая, он сказал, что он не верит нашей статистике, не верит тому, что столько людей незрячих приходит к нам в библиотеку. Есть такая национальная специфика, когда у нас нет ночных клубов, у нас нет каких-то таких развлечений, которые доступны в других регионах, не мусульманских, скажем так. Для наших же читателей библиотека – это один из основных видов досуга. Мне не хочется при этом преуменьшать достоинство библиотеки, что к нам приходят только потому, что больше пойти некуда. Но дело в том, что у нас такая атмосфера в специализированных библиотеках, не только в нашей библиотеке, вообще в специализированных библиотеках, которые работают на должном уровне, это домашняя атмосфера, это атмосфера уюта и тепла. Поэтому люди тянутся, поэтому люди хотят прийти. И мы устраиваем громкие чтения, то есть есть тотально незрячие люди, наши читатели, которые приходят и которым мы читаем вслух. Причем они выбирают для себя голоса, то есть не каждый читатель хочет услышать каждого нашего библиотекаря. Они для себя выбирают какой-то определенный голос и приходят именно на этот голос, и мы читаем. Я не скажу, что мы читаем какие-то романы, большие произведения, но повесть там в 100-150 страниц нам по силам. Им это интересно, и нам вдвойне, потому что мы отдачу эмоциональную, когда от них получаем, нам очень приятно с ними бывает работать. Айшат, а вот приезд Дианы Гурцкая, которую вы сказали, это какой-то специальный приезд, или же она посещает подобные библиотеки по стране? Она приехала для того, чтобы провести отборочный тур в Чеченской Республике по приглашению Министерства культуры Чеченской Республики. И вот в этом отборе на этот проект было отобрано 3 детей. Они ученики интерната для слепых и слабовидящих, и это наши читатели нашей библиотеки. Эти 3 участников выступали на главной сцене Российской Федерации в Крокус-Сити-холле. Пели они с такими певцами, как «Шаман» и Люся Чеботина. Хочу выразить благодарность еще и Министерству культуры, которое во всех наших идеях нас поддерживает, и филармония в том числе. И есть такой певец Башир Байгиреев, который занимается с нашими детьми уроками вокала. Есть специальный формат, в котором он приезжает в интернат для слепых и дает уроки вокала нашим незрячим детям. А какие-то впечатления Дианы остались особые после приезда? Да, у нас библиотека очень уютная, очень красивая, но есть там одно помещение, которое отмечает каждый входящий в него, зрячий или и незрячий. Это наше книгохранилище. Там очень красиво, и это помещение, наполненное книгами в очень красивых форматах. И я расскажу сначала, была предыстория. Есть 2 наши незрячие читательницы, которые абсолютно одинаково отреагировали на вход в это помещение. Это Имани Париулидзе,
а ей в то время было, по-моему, 7 или 8 лет, когда незрячий ребенок приходит в первый раз в библиотеку, и я провожу экскурсию для него сама. И мы заходим в это книгохранилище, я говорю: Имань, вот здесь много книг, и что-то пытаюсь еще сказать. Она говорит: как здесь красиво. Чтобы вы понимали, это ребенок, который никогда ничего не видел, то есть он это почувствовал. Вот. Есть еще одна наша читательница, ее зовут Жерадат. Сейчас не вспомню ее фамилию. Она была в первом классе, когда в первый раз пришла в нашу библиотеку, и когда она зашла в это книгохранилище, просто ее первый шаг в это книгохранилище, и она говорит: «Махазду куча». А как И объясняют теперь эти дети? Вот? я не знаю, как они это видят. Они как-то это чувствуют. И когда зашла Диана вот в это книгохранилище, чуть позже, правда, не на первых секундах ее входа в это помещение, она сказала: какая здесь потрясающая атмосфера. Хорошо, что у нас есть видео, когда она это произносит, ей на самом деле очень понравилось. И я не знаю, как они это чувствуют. Есть великолепное произведение Экзюпери, где он говорит, что не все можно видеть глазами, это можно почувствовать сердцем. Скорее всего, это какой-то их сердечный взгляд. Айшата, на сегодняшний день какими видами чтения вы можете заинтересовать своего особенного читателя? Но я говорила уже о форматах, которые у нас есть. Это плоскопечатная литература с крупным шрифтом для людей с ограниченным А зрением. выбирают вот особенно читатели какой-то один вид? Какой более всего нравится? Вы имеете в виду жанр или сам формат? Формат, вот какой? Формат? Аудиочтение или именно по книге? Вот как любят К основном? сожалению, на сегодняшний день брайлистов у нас не так много. То есть людей, которые читают руками, которые хотят в руках почувствовать книгу, но это тенденция не только специализированных библиотек, это тенденция всех библиотек. У нас много возрастных читателей, которые читают все новое, что приходит, они сразу приходят, эти книги забирают, или мы им их привозим. Есть у нас такая услуга, как внестационарное обслуживание, когда по запросу мы книги отвозим читателям. В основном пользуются аудиокнигами в том числе. Есть такая книга, называется она АВ-3715, это первая интернациональная онлайн-библиотека Логос ВОС, это Всероссийское общество слепых. И есть наша заслуга в том, что мы, помимо того, что мы участники этого проекта, наши аудиокниги, которые мы записываем в нашей библиотеке, мы выкладываем после дополнительной договоренности с этой библиотекой, мы выкладываем туда. Это, во-первых, популяризирует наших чеченских авторов и чеченский язык в том числе, потому что мы туда выкладываем только произведения чеченских авторов, записанных в нашей студии. Но людей, которые читают печатную литературу, тоже есть. У нас есть электронные увеличители, которые помогают людям с ослабленным зрением читать просто плоскопечатную литературу. Либо у нас есть книги с крупным шрифтом, это для людей с ослабленным зрением, и часто эти книги берут пожилые люди. Ну и книги со шрифтом Брайля, мы очень рекомендуем их читать, потому что то ощущение, которое дает печатная книга, его трудно передать аудиокнигой. В аудиокниге человек, который читает, он передает свои эмоции. Он голосом своим передает эмоции. А когда мы читаем глазами или руками, мы этот мир формируем сами. То есть мы сами можем придумать эту картинку, мы сами можем этим проникнуться. Поэтому я вот тем нашим зрителям, которые меня сегодня будут слушать, зрячим или незрячим, я очень рекомендую читать книги, а не слушать их. Айшат, вы там же и обучаете алфавит по системе Брайля, да? И сами учите читать. Да, у нас, к сожалению, есть немного этих людей, незрячие, которые выпали из образовательной программы. Это люди 20+, которые, когда обращаются с таким запросом в нашу библиотеку, у нас есть возможность, есть специалист, который может обучить технике чтения по Брайлю, но это очень длительный процесс. Это не месяц, не 2 и не год.
То есть навык, который ты пытаешься получить в более взрослом возрасте, он удлиняется в процессе. Он не Дается такой, трудно. да, дается с трудом. Но мне очень приятно, что эти люди не сдаются. Есть Я такие хочу люди, сказать, да? что незрячие на самом деле очень мотивированы. И чем больше им приходится преодолевать трудности, тем больше они вот вцепляются просто в эту жизнь, вот в то, что они хотят сделать, и у них получается. Хочу сказать, что у нас в библиотеке есть один тотально незрячий сотрудник, зовут его Рустам Альцагов, и это он наш локомотив вот этого проекта по записи аудиокниг, потому что то, что он творит со звуковым оборудованием, сродни волшебству. То есть все вот этот тот качественный звук, который мы получаем благодаря Рустаму, а записывают аудиокниги на сегодняшний день. У нас есть и волонтеры, и профессиональные чтецы из наших театров Лермонтова и Национального театра. А как он Паши обучился, Нуразилова. если он тотально незрячий? Он Как это? потерял зрение во взрослом возрасте, 20 плюс ему было. После травмы он занимался профессиональным спортом, боксом. Вот. В то время они жили не в Чеченской республике, это как раз были военные действия. Это сила характера. Он и профессиональный массажист, он действующий чемпион СКФО по настольному теннису, есть такое для незрячих «Шоу-да» называется. Он звукорежиссер, он постоянно где-то учится, он получает второе высшее образование. Вот. И таких людей, про них можно много рассказывать. Он не единственный, просто этот человек силой обстоятельств мой Работает в сотрудник, вашем да. коллективе? А таких людей очень много, очень. И вот чем старше они, тем больше они пытаются научиться. К сожалению, я не знаю, почему так складываются обстоятельства, что наша молодежь, вот дети, они менее мотивированы, чем взрослые люди. И вот в их мотивации, может быть, мы тоже помогаем на сегодняшний день тем, кто является нашими читателями. Айшат, а вот этих обучающихся, цифра этих обучающихся, она какова на сегодняшний день? Это единицы, это Мало. не десятки, потому что для того, чтобы научить одного человека хотя бы читать по слогам, это, я повторюсь, это месяцы работы. И это не час, не два в А вот день. нынешнее поколение, вот говорите про ребят с интерната, они уже, наверное, в будущем, я так думаю, уже их же обучают там этому Да, чтению, они уже брайлисты, будут да. они читать по этой системе, да? Да, их обучают профессионально, там 10 лет образования, если не ошибаюсь, 10 лет, они этому учатся. Ваш библиотечный фонд, он богат разнообразной литературой, российской, зарубежной классиками или шедеврами мировой литературы? Да, конечно, наш фонд постоянно обновляется. Есть у нас, ну, в основном пополнение книжного фонда, это, конечно, меценаты, потому что я не скажу ничего крамольного, это ситуация во всей Российской Федерации, когда библиотеки очень скупо финансируются. Но у нас есть люди, которые нам помогают. Могу назвать их имена. Это Айшат Рамзановна, благодаря которой мы заключили договор с крупнейшим издательством, волшебным издательством, я бы сказала, «Сирень» называется, который выпускает книжную продукцию высочайшего качества. Там и сама текстура бумаги, и обложка, и формат. Просто это лучшее издательство на сегодняшний день в Российской Федерации. Мы не могли финансово себе это позволить, но когда она к нам, будучи министром культуры, когда она пришла к нам Это в гости... типовая литература или Нет, по Брайлю, специализированная По Брайлю. литература, да. Это издательство новое. Каждый раз, когда я заходила, они прислали нам рекламные проспекты, каждый раз, когда я заходила на их сайт, для меня это была просто мечта, потому что я понимала, что финансово Министерство культуры просто не в состоянии обеспечить нас таким видом литературы. Это был ее подарок, но не разовый подарок, мы вот прям щедро запаслись этой литературы. Заместитель председателя правительства, министр экономики Рустам Русланович Шаптукаев, друг нашей библиотеки, меценат, который нам просто ежегодно помогает, нам не приходится ни о чем просить, просто вот мы получаем подарки. Даже сегодня мы получили от него подарки, новогодние подарки для наших незрячих детей.
Ну и есть люди, которые помогают нам разово, допустим. Есть читатели, которые приносят свою литературу из дома, но это в основном букинистика, правда. Но есть книги, в которых мы особенно нуждаемся. Мы не испытываем нужду в современной литературе, потому что после того, как возник проект «Пушкинская карта», у нас есть доход, библиотека имеет свой доход, и весь доход от Пушкинской карты мы тратим на пополнение книжного фонда. Не скажу, что мы можем запастись в полном объеме, но какие-то пробелы мы, конечно, можем заполнить. А как вот можно использовать Пушкинскую карту в библиотеке? Мы выполняем комплекс платных услуг. Инвалиды по зрению у нас бесплатно обслуживаются на этих мероприятиях, а школьники с 14-летнего возраста, не инвалиды по зрению, покупают билеты на наши мероприятия. И вот Это участие в мероприятиях, да? это зрители, это наши зрители, это квесты, какие-то литературные проекты. Вот, мы оказываем как бесплатные, так и платные услуги, но это проект Министерства культуры Российской Федерации, который наша библиотека тоже реализует. Интересен он вот, людям? Интересно, как правило, квесты. Это литературные квесты. Я не скажу, что прям бегут ученики на это, но по цыганской почте, как правило, эта информация распространяется. Это очень интересный формат игровой. Вот, в игровой форме старшеклассники особенно, вот в коллективной игре, они любят принимать участие. Они, наверное, целыми классами, да, приходят к вам? Да, они приходят. У нас есть зал вместимостью в 100 человек, у нас есть еще несколько помещений вместимостью там 30-50 человек, где мы можем провести эти мероприятия, и с успехом проводим вот уже 3-й год. Айшат, а какую литературу предпочитает ваш сегодняшний читатель? То есть какие жанры им больше нравятся? Чаще всего это жанр фантастики, это жанр детектива, это романы. С этого года мы начали сотрудничать с общеобразовательными учреждениями, в частности, вот в 34-й школе, школы, которые находятся в шаговой доступности, мы помогаем этим школам проводить уроки о важном. И на этих уроках о важном, чья тематика заранее предусмотрена Минпросвещению Российской Федерации, мы часть времени уделяем вот этой теме, которая заранее предусмотрена. Остальное время мы разговариваем со школьниками, мы популяризируем чтение. И на каждый урок о важном мы приходим с каким-то определенным жанром. Это может быть жанр антиутопии, детектив или русская литература. И когда ты ученикам рассказываешь о глубине этих жанров, о самих авторах, об этих произведениях, эти уроки о важном я провожу сама, я вижу их интерес. И когда ты питаешься интересом этих учеников, ты тоже заводишься, тебе тоже хочется еще больше и больше рассказать. Я очень благодарна этому проекту, хотя поначалу мне он очень не нравился. Благодарна в том, что я еще больше узнаю о литературе, потому что для того, чтобы прийти к 20 старшеклассникам, ты должен перелопатить целый жанр, и ты должен быть готов, что этот человек, любой человек из зала задаст тебе вопрос, к которому ты должен быть готов. Иначе они тебя не будут воспринимать ни как взрослого человека, ни как Тем более личность. Современного ученика Да. заинтересовать огромных трудов стоит. И вот спасибо им за это. И я благодарна, это очень благодарная аудитория. Вот эти старшеклассники, казалось бы, сейчас многие говорят, вот, дети не читают, им ничего не интересно. Я просто вижу это в их глазах. Главное, подать, да, интересно. Да, тебе тоже должно быть интересно с этим человеком. Если тебе интересно с человеком, и ему будет интересно с тобой. И очень важно, чтобы тот человек, который работает, библиотека, это врач, я не знаю, любой профессии, чтобы он этой работой болел, чтобы он этой работой горел. Иначе вот грош этому цена. Просто говорить не берет. Нет. С современной молодежью это вообще не работает. Айшат, как мне известно, у вас есть и обучение священному Корану. Много заинтересованных. Есть, я сейчас скажу цифру, 14 человек разновозрастных.
То есть у нас есть одна читательница в Шелковском районе, к которой мы выезжали, обучали ее на дому, потому что она инвалид не только по зрению, она прикована к постели. Вот. Началось это все с того, что наша сотрудница Мадина Кадырова выиграла конкурс, это было 8 лет назад в Ингушетии. Она заняла 3-е место по чтению Корана по системе Луи Брайля и выиграла путевку в хадж. После того, как она вернулась из хаджа, ее пригласил, есть такой благотворительный фонд в Татарстане, в Казани, называется «Ярдам», в переводе «помощь», который обучает и помогает людям чтению Корана, обучает чтению Корана на арабском языке. Но и тех, кто умеет, они повышают их навыки. Мадина дважды была там на обучении, и когда она вернулась, мы решили, что вот этот навык не должен оставаться только для нее. И все желающие могут прийти в нашу библиотеку. У нас есть 10 комплектов Корана на арабском языке, который этот же фонд нам подарил. Вот, у нас есть переводы на русский язык. Если есть кто-то, кто желает обучиться чтению Корана, это возможно. Здесь это абсолютно бесплатно. В любое удобное для вас время, если это наше рабочее время, мы будем рады любому, кто придет. Айшат, а вот научиться. объясните мне тоже, как зрителю. Вы сначала учите арабский алфавит. Вот по какой технике вы обучаете Корану? Это же другие буквы. Да, сначала нужно выучить алфавит. А по Брайлю это вот специальные Есть точки, алфавит предусмотрены и арабского алфавита? Да, конечно. Это тоже рельефно-точный шрифт, только на другом языке. Вот, я еще хочу рассказать о нашей гордости. В 2021 году по инициативе библиотеки для слепых была у нас такая инициативная группа, которая обратилась в парламент Чеченской Республики с просьбой о том, что это был даже, наверное, скорее крик о помощи, что наши незрячие выпадают из языковой политики. То, что наши незрячие не могут читать на национальном языке. И был сформирован алфавит по Брайлю, который в 2021 году указом главы Чеченской Республики утвержден. На сегодняшний день мы единственная республика в СКФО, обладатель национального алфавита по системе Луи Брайля. Есть у нас, спасибо Айшат Рамзановне еще раз, принтер по системе Луи Брайля, который может печатать. Единственная проблема в том, что в системе Microsoft нет национального алфавита. Для того, чтобы преобразовывать плоскопечатный текст в брайлевский текст, это нужно делать все вручную. Но еще хочу поблагодарить Алмахата Ильсаева, который сказал при одном из визитов в нашу библиотеку, что он готов предоставить любой плоскопечатный текст на чеченском языке для того, чтобы мы его преобразовывали в брайлевский и могли печатать книги на чеченском языке по системе Луи Брайля. К сожалению, это пока вот в таком масштабе республики это невозможно. Мы какие-то методические пособия, какие-то сказки, все это делаем, но в таком местечковом формате. Это, конечно, скорее прерогатива Министерства печати, потому что у них больше возможностей, это не сфера культуры. Вот, но самое важное сегодня, на сегодняшний день у нас есть национальный алфавит для незрячих. Интересно читателям именно Конечно, на родном языке? Конечно. Очень многие дети, особенно дети, не знаю, к сожалению, к счастью, наверное, к счастью, больше владеют чеченским языком, нежели русским. И им проще познавать этот мир на родном языке. Вот, и поэтому... А вот этой системе Брайля именно чеченскому языку учат в интернате? И в интернате в том числе. И мы, конечно, тоже. Айшат, а есть ли специальные программы, мероприятия, которые заинтересовывают читателей? И что может сегодня предложить ваша библиотека, чтобы легче осваивалось чтение своему особенному читателю? Но я уже говорила, что библиотека — это не просто выдача книг.
На сегодняшний день, вот если говорить об итогах 2025 года, в нашей библиотеке проведено более 300 мероприятий. В каком это формате? Это выставки, это квесты, это литературные чтения, это громкие чтения. И детей очень часто заинтересовывает, я уже говорила, игровой Квесты, формат. да? Да, квесты, игровой формат. И они еще любят, когда им читают вслух. Но мы делаем что? Если приходят и зрячие, и незрячие читатели, мы предлагаем незрячим читать это же произведение, пусть им в Брайля, зрячие очень, им это нравится, для них это нечто необычное. Вот, люди, которые могут читать плоскопечатный текст, дети, они читают плоскопечатную литературу, то есть это же произведение, мы одно произведение читаем вот в нескольких форматах. Этот формат тоже нравится. Неправда, что нравится чтение вслух только детям. И более возрастные читатели или это любят, и старшеклассники это любят. Это то же самое, что аудиокнига, только вживую. То, что библиотеки помогают городам бороться за статус культурной столицы. Вы согласны с этим? Конечно. Я хочу рассказать случай из своей собственной личной практики. Я была на конференции в позапрошлом году в Санкт-Петербурге. И моя тематика, тема моего выступления было сотрудничество специализированной библиотеки с общедоступными библиотеками. Нам есть о чем рассказать. Вот. И после моего выступления ко мне подошел ректор Питерского института культуры, сейчас я не могу вспомнить его имя, отчество, и он сказал, что он приятно удивлен такому докладу из Чеченской Республики. И что он не ожидал, что в Чеченской Республике проводят подобного рода мероприятия. И когда я спросила, почему, он ответил, я не то имел в виду. А на самом деле, когда человек занимает такую должность в федеральном городе, ректор Института культуры, он как раз то и имел в виду. При всем при том, что Чеченская Республика на сегодняшний день интересна по очень многим причинам. Ты когда приезжаешь в другой регион, обычно по платку они ориентируются, они понимают, что это или Казань, или Грозный. И если это Грозный, я не хочу сказать, что нам не рады, нас воспринимают как нечто уникальное, как нечто необычное, и они пытаются найти в нас изъяны. Поэтому, когда мы представляем, когда мы выезжаем из региона, неважно, это частный визит или это общественный визит, мы представляем не себя, мы представляем целый регион. Вот. И то, что наша сфера культуры выезжает, наши ансамбли, наши театры просто великолепные постановки у нас, и наши библиотеки, Национальная библиотека очень здорово работает, детская Михалкова работает очень здорово. Наша библиотека, я без ложной скромности скажу, на сегодняшний день по рейтингу Москва, Санкт-Петербург, Новороссийск, Казань, мы в пятерке. Вот. И да, конечно, мы как культурная общность нашего региона, и это заслуга не моя, даже, может быть, не на моего коллектива, хотя коллектив работает великолепно. У нас люди, которые работают по 18, по 20 лет, они просто преданы своей профессии, они любят свою работу, они любят своих читателей, они любят эту специфику. Это заслуга региона, потому что нас так научили работать. Потому что глава задал такую планку, которую мы просто не можем спустить. Мы не имеем права этого спускать, потому что мы живем в самом красивом городе, в самой безопасной республике, и мы просто вынуждены соответствовать этому уровню, нам просто некуда деваться. В рамках программы «Грозный. Культурная столица России» в 2025 году какие мероприятия провела ваша библиотека? Есть какие-то специальные или крупные мероприятия? Мы провели одно мероприятие, выездное у нас было, мы сотрудничаем с торговым центром «Грозный молл». Это было мероприятие к Международному дню детей. И у нас есть очень талантливые дети, которые поют не хуже, чем наши профессиональные звезды.
Я могу процитировать Аймани Айдамирову, который у нас был такой проект, где наши звезды пели с нашими детьми. И она сказала, что она впервые встречает ребенка, который может записать песню с первого дубля. Вот. И вот с этими детьми вместе со звездами чеченской эстрады мы провели мероприятие, крупное мероприятие в ТРЦ «Грозный Молл». Еще у нас было мероприятие к Международному дню белой трости, это октябрь 2025 года. А все остальные мероприятия, это были плановые мероприятия, которые так были запланированы не столько в рамках культурной столицы, но любой из них, смею надеяться, были на том уровне, на котором мы могли бы принимать гостей из других регионов. Айшат, а выездные мероприятия бывают у вас? Конечно. Спасибо Марит Байсаровой за ее концерт с ансамблем «Войнах», где наши дети были не только смотрели то выступление наших звезд, нашего феноменально талантливого ансамбля, но и выступали вместе с Тамарой Дадашевой и Аймани Айдамировой на этой сцене. Я хочу поблагодарить ТЮЗ, который театр юного зрителя, который часто приглашает наших детей, они не выступают на сцене, но Ахмедхан настолько красиво умеет организовать свое пространство вовне сцены, что дети тоже являются участниками этого проекта. И мы выезжаем еще, есть совместные проекты с общеобразовательными школами. Наши незрячие дети со школьниками из обычных школ тоже принимают участие в общих каких-то проектах. И еще раз я хочу повторить, что работа нашей библиотеки – это не благотворительность, это не про жалость, это про ежедневную, кропотливую, тщательную работу, урожай от которой мы получаем через годы, может быть, через десятилетия, потому что то, что ты делаешь с человеком с ограниченными возможностями, требует очень больших усилий. Айшат, я благодарю вас за то, что вы пришли, ответили на интересующие нас вопросы. Пожелаю вам всего хорошего, всем и каждому из вашего коллектива низкий поклон и благодарность за ваш труд. Нашим телезрителям я напоминаю, что сегодня в студии с нами был директор Республиканской специальной библиотеки для слепых Айшат Басханова. Ну а с нашими телезрителями я прощаюсь. Спасибо вам за внимание и до новых встреч на ГТРК «Войнах».